Автоцистерна МЧС Гагры движется к многоэтажному дому в районе кемпинга, где, как и во всем городе, вторые сутки нет воды. Какую-то часть привезенной воды переливают в резервуары, установленные в подвалах самими жильцами, а кто-то в торопях идет к машине со своей тарой, пластиковыми бутылками. Спасатели МЧС привозят воду из Ольгинского источника. По словам начальника штаба пожарно-спасательного отряда по охране Гагрского района Давида Агарба, для обеспечения горожан водой задействовано 4 спецмашины. Чтобы обеспечить жителей одного подъезда многоэтажного дома, машины совершают по 2-3 рейса в течение суток. А таких многоэтажных домов в Гагре десятки. В это время затопленную насосную станцию ремонтируют. Засыпанные песком агрегаторы расчистили. Теперь они на стадии просушивания. На насосной станции, которую затопило, были вытащены насосы, промыли их после подтопления соленой водой, и они в данный момент сушатся. Постоянно проверяют на влажность. Как высушим моторы, мы будем их собирать и подключать. Ориентировочно в пятницу мы попробуем запустить их. Посмотрим, очень надеемся, что все будет нормально. Также там была повреждена высоковольтная линия, которая снабжает насосную станцию электроэнергией. Она тоже восстанавливается, сегодня к вечеру ее восстановят. То есть к пятнице я планирую, что вода пойдет в городе. О ситуации с подачей электроэнергии можно говорить в позитивном ключе. Если в первые сутки после стихии был обесточен весь центр, на второй день энергетики устранили неполадки. Были подтоплены практически все подстанции, находящиеся в зоне досягаемости волн. Однако ни один из трансформаторов, находящихся на территории Гагры, не вышел из строя. Но главной проблемой стал выход из строя высоковольтной линии, из-за чего пришлось отключать 4 высоковольтных фидера. Вчера вечером уже заметно было. Ветер до такой степени поднялось, море начало штормить. Все наши работники, все дежурили на работе. Я дал команду всем дежурным по подстанциям, если в случае чего сильный ветер, отключите все подстанции, все фидера, которые выходят. Но мы созванивались, мы все на работе были, мы готовы были. Вот что можно было отключить, сразу отключили. Но где сильно затопило, нам очень помогло. Мы вовремя смогли почистить вот эти трассы, деревья, вот эта очистка. Вот что мы сделали, очень сильно помогло нам. Если чистки не было бы, такой ветер был, я не знаю, что здесь было бы. Нужно отметить, что энергетики, прежде чем подать электричество, осушили подстанции, конечно же, подвалы многоэтажных домов. По Гагрскому району работают всего 5 бригад энергетиков. Благодаря их скоординированной работе удалось избежать аварийных отключений и обеспечить горожан электричеством уже на второй день. Единственный объект, который сейчас отключен от подачи электричества, это Амза-парк-отель. До сих пор без электричества мы просто откинули его. Там до сих пор они не убрали, затоплено. Вот когда мы ждем их команды, это их территория, когда они почистят, когда они скажут включите, мы включим. Стихия в основном затронула прибрежье центральной части. Повсеместно ведутся работы по расчистке от мусора и песка. Полуразрушенные объекты на фоне спокойного моря рисуют нелогичную картину. Море вернулось в свои берега, оставив за собой много проблем и забот, которые, к счастью, решаемы. Асида Мали, Алексей Гухава, Абхазское телевидение.